Это хороший выстрел. На 5. Вон он лежит. Смотрите, следы, ребят, ведущие к этому дереву. Я увидел вот эти царапины на деревьях. Вон они. Вон. Царапается и шерсть. Вон, медвежий. Вон они. Ух. Вот так. Да, было интересно. Ой, это я сам на себя смеюсь. Как я испугался. И как дурак, блядь, зашел туда. Фух. Идем дальше, ребята. Смотрите, какой клёш уже у него получается. Да. Уже к зиме готовится, блин. Может и ранняя зима будет. Очень даже может быть. Это что-то с чем-то. Ё-моё. Столько деревьев. Просто это... Некоторые даже, наверное, пробуют. Но он объел так. Выбирает, думаю, самое вкусное. Все переломал. Это уже... Но это дерево погибнет, потому что снегом придавит. Он уже не выпрямится. Все, кранты. Ну, зверюга, блин. Там, наверное, рябчик сидит. Случайно на глаза попался. Точно рябчик. Пипец, шатается все. И заметил меня все, пиздец. Есть контакт. Упал. Через сучья. Ну вот это третий еще. Четвертого оставляем на семена. Фу. Спонтанно как-то получилось. Случайно увидел. Вот еще. Слышно, где-то еще летает один. Случайно увидел на елке. Вот это да. Бывает же такое. Не смотреть. Смотреть не стану. Оставим. Пускай живет один. Надеюсь, самочка осталась. Это хороший выстрел. На 5. Вон он лежит. Живой еще, блин. Сфотографировать надо. Ну вот. Вот очередной рябчик. Самец. Хороший. Царская еда. Царская птица-то есть. Вон он. Смотрите, следы, ребят, ведущие к этому дереву. Я увидел вот эти царапины на деревьях. Вон они. Вон. Царапается и шерсть. Вон, медвежий. Вон они. Медвежий шерсть. Тут спиной он трется. И вот после этого остается вот такая шерсть.
Он здоровый, блин. Следы вообще огромные. Вот. Вон сколько. Волоски такие вон. Вон они. Такие бурого цвета. Вон. Вот это волосы медвежьи. Тут гигант. Он по следу я уже понял, что здоровый. Он вообще здоровый. От меня следа вообще не остается. А у него такая яма, бля. Пипец. Здоровяк такой тут живет. У меня опять глюки начались на этом, как сказать, видеокамере. Что-то сам по себе останавливается съемка. Сейчас опять 2 раза уже останавливался, когда подходил к рябчику. Выходил от него, что-то там комментировал. Смотрю, видеокамера там остановилась. И вообще я уже запутался, где что говорил, где что пропустил. В некоторых местах повторяюсь. Так что самое главное, вот там показывает, как будто симка, ну, круговорот записи. Не знаю. Вот такие моменты, когда увидишь там следы, вот такие терки в деревьях, на деревья медвежьи, шерсть, волосы, ну, становится не по себе. Он может где-то рядом на тебя просто тупо смотрит. Он сытый лежит, смотрит. А ты идешь, думаешь, где он может быть. Вот. Ну, ладно. Идем дальше. Тут хорошо идти. Здесь раньше вырубки были. Дорога проходила вон туда. 1 год был такой. У меня каждое утро я сюда столько километров пешком ходил ради того глухаря с гладкоствольным. Конечно, не удалось мне его добыть, но азарт в молодости, азарт к охоте вообще такой сильный был, что вот несмотря вот на эти ручьи, на столько километров, считай, примерно сюда уже, наверное, 8 километров, не меньше, может даже и больше прошагал. Вот. И тянуло меня, стремился вот добыть кого-то. Здесь сосновый лес такой, наверное, болтать перестану, дальше может быть где-то и глухаря можно встретить. Кто-то ломает деревья, блядь. Пипец. Фу, блядь. Какой-то звереныш, блядь. Надеюсь, слышали. Фиг знает, медведь или лось там. Но самое главное, никого я не вижу. Адреналин раш. Кто пробежал, фиг знает. О!
Кто там, блядь? Медведи тише бегают, на. Не похоже на медведя вроде. Ой, дурак, Олег, нахрена тут смотришь вообще? Хочется следы хоть посмотреть. Не, все-таки страх мой к медведю меня преодолевает. Чувствую где-то зверь вот тут. Но боюсь сюда заходить. Была бы двухстволка, с севером не решаюсь. Просто он, может, и убежал давно, но просто посмотреть. Блин, по следам он очень большой. Что-то стрёмно, действительно. Ай, блядь. Ай, безбашенный Олег в натуре. Фу. Просто для интереса зашел. Надеюсь, он уже убежал, блядь. Так. Тьфу. Следы лоща только я вижу, чтоб, скажем, как будто лево он убежал. Хрен его знает. Так. Вот так надо перебороть свой страх, что я частенько делаю. После опасной встречи с медведем у меня, блядь, контроль над собой потерялся. Страх появился.
А здесь был тоже вот не то лось, не то медведь. Такой грохот был. Похоже на лося, потому что медведь тише убегает. Лось ломает. Ломает это, знаете, вот у него он рослый и бежит вот эти сучья ломает. Вот следы. Вот так. У него больше получается шума. Ладно, пойдем. Фиг с ним. Фу-фу-фу. Честно, я испугался того, что, бля, опять медведь там. Ах. Ладно. Медведь нам не нужен вообще. Но хочется посмотреть, поснимать. Может, отзашел, может, что-то увидел, что-то интересное. Где-то лёжка, где-то еще что-то. Самое главное, не надо встречаться, когда у него падаль. Кого-то он добыл, он тогда опасный. Фух. Вот так. Да, было интересно. Ой, это я сам на себя смеюсь. Как я испугался. И как дурак, блядь, зашел туда. Фух. Идем дальше, ребята. Здесь оказался самочка, оказалось. Я услышал шорох. Но где шуршал, непонятно. Потом взлетел вот отсюда, и он туда перелетела. Даже несколько тут. Несколько штук их. Походу обе самочки тут. Оставляем. Вот это да. В упор стрелял. В упор. Такует рябчик. Подлетает так. Пырхнет. Прыгает, короче. Вообще он по земле пришел, блин. С оптики прицелился. И не угадал. Надо было вообще без оптики стрелять. Буквально там 5 метров. Пипец. Вот это да. Красавчик. Да. По земле пришел. Так, ребят. Можно идти еще дальше. Но я поверну направо. На просеку. Вот тут просека. Здесь квартальный столб стоит. За спиной. Так скажем, с правой стороны. Номера показывать не стану. Вот. Так скажем, вот. Свежий столб. Поменяли. Чищенная просека. Дальше идти я в ту сторону не стану, так как
Там уже охотники, там дома, избы. Охотники с собаками. Я сегодня утром слышал выстрелы. Здесь, конечно, будет, скажу вам, нелегкий путь, так как тут болото будем пересекать. Но я срежу километров 5 примерно. Меньше останется до нашей избы. Здесь попью чаек. Здесь раньше ток был. Вкратце там, может, расскажу что-то. Надо передохнуть. Без штатива как-то видеокамеру как-то установил. Ну, нормально, усталость чувствуется уже. Здесь чай попью с конфетами. Ну что сказать. Здесь вообще хитрые рябчики. Здесь уже их гоняли, видать. Ну и, наверное, удалось заснять мой промах. Это промах 5 звезд. Это промах из промахов. С 5 метров я не попал. С оптического прицела стрелял. Надо понять, как прицеливаться с 3 метров, с 10 метров, с 70 метров и примерно 90 метров. Вот такие расстояния мне надо понять. Потому что, как и раньше говорил, год не стреляешь и отвыкаешь от оптического прицела, от стрельбы с мелкашкой. Но самое главное, промах это, ну, знаете, даже и не обидно так, как бывает обидно, когда ты попадаешь и не находишь. Вот это действительно иногда бывает обидно. Знаешь, что все равно звери-то эту дичь-то съедят, но когда ты целый день в поиске и стреляешь, когда под ранком птица уходит. Крестов сколько в этом году? Обнадеживает. Обнадеживает то, что зимой все-таки будет какая-то птица. Да и кресты, если будут, то хорошо, веселее. Значит, просека тут тоже чистили. Хорошо, между прочим, очищают вообще идеально. Все вот эти бревна поперек лежащие пилят. Зачесы делают капитально. Чистка хорошо идет. Короче, я еще посижу, просто отдохну. И дальше в путь. Сейчас пойдем через болото на летнюю дорогу, которая параллельно реке идет. И по этой летней дороге будем спускаться в сторону избы. Вот такой кружок у нас. До Сувидора уже подниматься не будем. Рябчик сел.
Куда он сел, я не понимаю. Так и не понял, куда он сел-то. Вон он. Здесь, оказывается, был. Невидимка какой-то. А вон он, вижу. Теперь увидел. Попал. Вот это да. Нежданчик какой-то. Но он наш. Он наш, ребят. Вообще невидимка. Оказывается, на маленькой елке. Я думал на березе. Потом перелетел, увидел. У меня камера в руках. Я иду спокойно себе. Такс. Бахнулся куда-то он сюда. Под эту березу. Опять надо искать его. Вон он. Самочка, бля. Но крепыш. Хороший. Хороший это есть. Готовится уже к зиме. Вон. Смотрите, какой клёш уже у него получается. Да. Уже к зиме готовится, блин. Может и ранняя зима будет. Очень даже может быть. Очередной квартальный столб. Видать, нестыковочный. Просека тут. Потому что там столб. Ну, прошли примерно 200 метров, наверное, от столба. И второй столб там стоит. Вот это начало болота уже. Там собака лаяла очень далеко. Ну, как и говорил, там охотники уже на промысловую охоту приехали.